Записки Алексея Ермолова во время управления Грузией. Ермолов про осетин, ингушей и чеченцев. В местах, ближайших к хребту Кавказа, живут осетины. Некоторая часть их в совершенной покорности у кабардинцев со времен могущества сих последних. Осетины вышли на равнину и заводят селения в окрестностях Владикавказа. Там же, в вершинах реки Сунжи, расположились выселившиеся из гор ингуши, народ воинственный, приведенный в покорность за короткое время употребленным генералом Дельпотце. На дороге от Моздока в Грузию, единственной которую мы через горы Кавказа величайшими поддерживаем трудами, живут тагаурцы, нам хорошо повинующиеся. Многие другие племена горцев мало еще покорствуют, или от одного страха. От некоторых содержатся аманаты Владикавказ. Против левого крыла линии лежит Малая Кабарда, кое остатки жителей от моровой язвы ограничиваются ныне числом не с большим 300 семейств и прежних больших селений. Ниже по течению Терека живут чеченцы, самые злейшие из разбойников, нападающих на линию. Общество их весьма малолюдно, но чрезвычайно умножилось в последние несколько лет, ибо принимались дружественно злодеи всех прочих народов, оставляющие землю свою по каким-либо преступлениям. Здесь находили они свободу тотчас готовых или отвщевать за них, или участвовать в разбоях, а они служили им выбранными проводниками в землях, им самим незнакомых. Чечню можно справедливо назвать гнездом всех разбойников.